Николай Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Алена. Ну что ж, сегодня вопрос, который, безусловно, волнует каждого жителя Якутии, это когда же все-таки вскроется река Лена? Но сегодня получили более уточненный прогноз. Гидромета в целом оправдывается предварительные прогнозы. Уровень воды в пределах средних норм, а сроки чуть пораньше. В районе Якутска метеорологи предполагают 13-15 мая. Соответственно, на других участках тоже на несколько дней пораньше. Вот уже несколько лет река нас балует. Вот исходя из вашего многолетнего опыта работы, исходя из ваших наблюдений, каким нам ждать вот это вот весеннее половодье? Весеннее половодье, она не дает скучать, она не похожа каждый год друг на друга, поэтому мы ожидаем разные варианты. Метеорологи говорят, средний уровень, это очень хорошо. Но, в принципе, вся система РСЧС, она готовится к наименее благоприятным вариантам. Подготовка к весеннему паводку начинается еще с осени. Наши беспилотники со специалистами Ленского бассейнового управления, они летали и снимали изменения русла реки, фарватера в то время, когда уровень воды самый маленький. И там очень хорошо видно, насколько сильно каждый год меняется русло реки. Вот это немного, конечно, нас напрягает. Но эти данные есть, и по тем местам, где возможны заторы, стараемся делать превентивные работы вообще в республике. А места этих работ, они определяются на научно-техническом совете Ленского бассейнового управления. Потому что нет такого одного мудрого человека, который все это может предусмотреть. Советуемся, обмениваемся мнениями, разные организации, ученые. И сама суть этих работ не в том, чтобы остановить ледоход, бороться против природы, а наименее безопасно пропустить на тех участках, где есть большие населенные пункты или какие-то крупные энергетические или экономические объекты. Вот в этом заключается вся работа. Ну и вот касаясь тех самых превентивных мероприятий, то есть зачернение, распиловка, как вы считаете, они эффективны? Потому что старожилы, они говорят, что когда не трогали реку, и было это все спокойно и нормально. Нет, вообще невозможно сравнивать, допустим, советские времена и сейчас. У нас климат разбалансировался, совершенно другие температуры и в зимнее время, и уровень воды очень сильно меняется. И это зависит не от превентивных мероприятий, а наоборот, они проводятся для того, чтобы минимизировать ущерб. И проводятся именно там, где есть угроза населенным пунктам. А вообще такие меры, как взрывные работы, это уже самый крайний случай. Это уже такое хирургическое вмешательство. Мы стараемся этого избежать. Огромная территория Якутии – это и достоинство, и недостаток. На одного спасателя порой приходится десятки тысяч квадратных километров. И отдаленные пункты порой бывают не прикрыты службой спасения. Вот в этом направлении какая-то работа ведется? Да, естественно. У нас на одного профессионального спасателя более 30 тысяч квадратных километров. И, конечно, все охватить невозможно. Поэтому мы свои силы и средства рассчитываем в зависимости от прогноза, который нам выдает Центр мониторинга прогнозирования, где самые такие танкоопасные места, там мы концентрируем свои силы. Весной это, естественно, с южных районов, из Ленского района, с верховьев Алдана. И постепенно оперативные группы, они вместе с ледоходом, с разливом воды, они смещаются все севернее. А затем позже настает очередь северных рек на Колыму, на Яну. И, соответственно, мы пытаемся концентрировать наши силы на каких-то самых опасных местах. Но, в принципе, нас правительство поддержало. Мы открыли Среднеколымский поисково-спасательный отряд. В этом году открылся в Вилюйском бассейне.
в Вилюйской группе районов. И это очень правильно, потому что 80% людей погибает в первый день после катастрофы. Поэтому очень важно физически рядом быть, поближе к этим местам. По крайней мере, хотя бы в районе 500 километров наши спасатели успевали бы быстрее доходить до места происшествия. Ну что ж, Николай Александрович, огромное спасибо, что согласились ответить на наши вопросы. Спасибо вам. До свидания.